В Таджикистане откроют паспортно-визовый сервис МВД России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что это даст таджикам. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. И напоминаем за использование VPN, если вы находитесь на территории Российской Федерации. В Таджикистане 19 октября был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством труда, миграции и занятости населения республики и ФГУП ПМВС МВД России. Примечательно, что данным документом предусмотрено создание правительства паспортно-визового сервиса ПВС МВД России на территории Таджикистана. Чем этот центр будет заниматься, чем будет полезен для таджикских трудовых мигрантов и когда начнет функционировать, рассказала заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахназа Надири. Именно она подписала документ с таджикской стороны. С российской стороны его подписал замгендиректор ФГУП паспортно-визовый сервис МВД России Федор Карповец. Надири отметила, что меморандум подписан на основе сотрудничества двух стран в рамках соглашения между правительством Республики Таджикистан и правительством Российской Федерации об организованном наборе граждан Республики Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Что же даст центр таджикам? В первую очередь, открытием этого представительства мы хотим упростить миграционные процедуры по становлению на учет граждан Таджикистана, планирующих трудоустроиться в России, и, соответственно, снизить затраты выезжающих, обеспечить защиту прав наших граждан и их легальное перебывание на территории Российской Федерации, отметила Надири. По ее словам, одна из важных услуг, которую планируется оказывать в этом центре, это прохождение дактилоскопической экспертизы. Вы знаете, что в декабре прошлого года в законодательство России были внесены дополнения, в соответствии с которыми все въезжающие в страну с целью осуществления временной трудовой деятельности обязаны проходить эту экспертизу, в том числе таджики, напомнила она. Они проходят в обязательном порядке медицинское обследование, сдают экзамен на знание русского языка, истории и законодательства Российской Федерации, сдают все необходимые документы для страховки, а потом только дактилоскопию. И когда выясняется, что кому-то из них запрещен въезд в страну, он в порядке депортации возвращается на родину, а расходы при этом не возмещаются. Поэтому мы хотим, чтобы данная процедура проходила у нас в стране, чтобы путем определения отпечатков пальцев гражданин мог удостовериться, что он не числится в базе тех, кому запрещен въезд в Россию. Надири подчеркнула, что, находясь на родине, мигрант сможет в течение 3 дней получить ответ из России, можно ему уехать или нет. И тогда он, зная, что его нет в соответствующем списке, может спокойно ехать в Россию и проходить другие необходимые процедуры, пояснила она. При этом Шахназа Надири подчеркнула, что если раньше некоторым удавалось разными способами, например, изменяя буквы в фамилии, обходить запрет, то сейчас это сделать невозможно. Данные трудового мигранта, который уже был в Российской Федерации ранее, уже есть в соответствующей базе России. И даже если человек изменит свои данные, фамилию или имя и попытается въехать на территорию России, то по отпечаткам пальцев будет установлена его личность, и в данном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности, сказала Надири. Как вы относитесь к открытию такого центра? Это во благо нам или нет? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как отметила замминистра, отпечатки пальцев – это персональные данные гражданина, и само представительство не будет иметь права осуществлять проверку. Представительство будет проводить экспертизу, данные будут передаваться в МВД Таджикистана, а они, в свою очередь, отправят отпечатки своим коллегам в Россию по своим каналам, сказала она. В этой связи на сегодняшний день перед нами и нашими коллегами из МВД, которые принимали непосредственное участие на встрече с российскими коллегами, а также оказывают содействие в реализации данного проекта, стоит задача определить технические каналы передачи данных. Также, по ее словам, в рамках подписанного меморандума рассматривается возможность выдавать и медицинское свидетельство мигрантам в Душанбе. Мы рассматривали пилотный проект в Узбекистане и проблемы, с которыми столкнулись наши соседи в результате его реализации из-за ряда нестыковок в законодательствах и правоприменительной практике двух стран. Сейчас мы хотим все это учесть и создать систему у нас в стране. Для этого необходимо, чтобы наше Министерство здравоохранения в установленном порядке предоставило доступ российской медицинской службе, которая будет находиться в Таджикистане, проводить лабораторные исследования и выдавать по ним соответствующие медзаключения согласно законодательству России, говорит Надири. Например, по ее словам, служба может проводить обследования на выявление у выезжающих таджикистанцев таких инфекционных заболеваний, как СПИД, туберкулез и тому подобное. Наряду с этим планируется провести комплексный экзамен на знание русского языка, истории и законодательства России с последующей выдачей сертификата также на территории Республики Таджикистан. Если наши граждане пройдут вышеперечисленные
процедуры здесь, а также будет определен конкретный работодатель, который заключит с ними трудовой контракт, тогда посредством ПВС будет направлена соответствующая информация в Россию о том, что он прошел все процедуры. И находясь уже на месте в России, он просто оплатит нужную сумму за патент и заберет документ, сказала Надири. Это не работа одного дня, это огромная работа уполномоченных органов двух стран. Подписанием меморандума мы заложили основу для открытия представительства. Нам предстоит провести огромную организационную техническую работу, но думаю, что при слаженной деятельности госструктур наших стран данное представительство в следующем году начнет функционировать, заявила представитель Минтруда Республики Таджикистан. Место для будущего представительства, по словам Надири, будет выбрано так, чтобы было удобно и доступно для мигрантов, чтобы им не приходилось с одного края города ехать в другой. Скорее всего, он будет находиться рядом с миграционной службой, где также находится Центр консультирования и подготовки трудовых мигрантов перед выездом. Душанбе по адресу улица Айни, 121 или агентство по трудоустройству за рубежом по адресу улица Лахути, 108. Ориентир пивзавод напротив заправки «Газпром». Как вы относитесь к такому представительству и как вы думаете, это облегчит жизнь таджикам или только новые проблемы создаст? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.